Друзья, всем доброго времени суток. Вас всех приветствую. Собираюсь ехать в Хасавюрт сейчас. Девочки, что я хотела сказать? Ну, в принципе, у нас все налаживается, да. Но единственное, что нету, мебель заказала, нету ковра. На пол постелить нужен ковер мне обязательно. Ну, я ж все эти дни, во-первых, пока мебель нашла, я пока нашла мебель, я перерыла все, девочки, я все буквально, я не знаю, где я только не смотрела эту мебель. Если я находила мебель, то если что-то если меня устраивал размер, то не был тот цвет, который я хочу, либо наоборот. Вот, и также и с коврами. Сейчас мне нужно, чтобы привезли мне палас, да, но... У меня сегодня будет машина загружена, потому что мне его ложить совершенно некуда. Когда мы едем за посудой, тогда мы нанимаем машину большую, да. Когда мы едем за таким товаром, мы едем с тачкой, у нас как бы хватает. Вот. Но и то у меня все бывает заполненное. Палас вести точно. Места не будет. И я тоже так же что-то рылась, лазила, смотрела и наткнулась случайно на канал. Они есть и в Инстаграм. Я нашла их в Инстаграм. Вообще-то я нашла в Инстаграм. Когда я искала мебель, я нашла в Инстаграм. Но потом мне она сказала, что... Потому что в Инстаграм сейчас без VPN мало кто может зайти. У меня тоже несколько дней он не работал, глючил, там что-то происходило не то. Ну, в общем, я зашла в YouTube. Я как посмотрела, девочки, это просто шикарство. И самое главное, что... Работает все вот так, тебе не нужно туда даже ехать. Теперь я заказала ей, и она мне просто его пришлет. То есть, где бы вы ни находились, а ковры красивые, турецкие, вы многие у меня спрашивали, мне, девочки, этим заниматься некогда. Это очень большая работа, с ними тяжело работать, но они, поверьте, намного там дешевле. Это оптовый магазин. Поверьте, я смотрела цены, и в оптовых была во всех, когда я себе искала, и сейчас смотрела в интернете. Цены очень хорошие. Я себе так заказала, она мне пришлет его так, чтобы... То есть мне никакой проблем не надо за ним ехать, везти. Девочки, смотрите, вот эта страничка, я оставлю ссылку на нее еще. Здесь каких только нету, девчонки, каких только нету. Иранский красавец в размере 2,5 на 3,5 из знаменитой коллекции J Terran, очень богатой расцветки, многими полюбившийся дизайн, отправляется в Москву. Цена всего 25 800. Иранский красавец. Это большой. Также у них есть поменьше. Вот дорожки. Вот отзыв с Москвы, смотрите. Вот бы мне такой, да? Но я не хочу весь ламинат просто закрывать. Я возьму, но я возьму другой. Вот отзыв. Люди уже заказывают, людям она пересылает вот небольшие, смотрите. Смотрите, какая красота, девочки. И здесь же указан номер телефона Джамиля, посмотрите. Есть номер телефона, я ей позвонила, мы с ней поговорили, я ей написала в WhatsApp, и она сказала мне отправить. Смотрите, какая красота. Девочки, это что-то. Выбор огромный и круглый. Смотрите, Друзья, посмотрите, какая великолепная красота иранского производства. В размере 2 на 2 отправляется моей постоянной клиентке в город Воронеж. Плотность 4,5 миллиона узлов. Друзья, смотрите, какая красота. Акция. Смотрите, 9000 всего. Посмотрите, девочки. Ну, это же просто прелесть. Девчонки, в общем, здесь чего только нету. Каких только расцветок. Друзья, всем доброго дня. Шикарный иранский красавец отправляется в Адыгею. Очень высокой плотности 3 миллиона 600 узлов. И посмотрите, какого бесподобно красивого дизайна. В размере 2,5 на 3,5 всего 25 000 рублей. Друзья. Девчонки, в общем, здесь вы найдете много чего. Также я оставлю ссылку на Инстаграм. Вот как называется канал. Ссылочку я оставлю. Здесь, ой, посмотрите.
Сейчас будем собирать и отправлять в город Грозный турецкий ковер из знаменитой коллекции Кундуз. Посмотрите, какой богатый и красивый дизайн у этого ковра. Здесь он более светлый и с обратной стороны темнее. В размере 2,80 на 4,80. Есть также другие размеры. Сейчас будем собирать и Красота, отправлять. девочки. В общем, я советую, кто хочет купить ковер, везде указан номер, в каждом ролике указан номер. Видите? Отправляется в город Джамиля. Набережные Челны. Ковер в размере 3 на 5 стоимостью всего 23 тысячи рублей. В общем, на эту страничку переходите, заказывайте, и по почте, по транспортным компаниям они отправляют в любую точку. Даже в Сахалин, Магадан, куда угодно. Девочки, ну ковры, правда, это бомба, просто бомба. Доброго дня всем, друзья! Всех приветствую! Какая красота, машалла, как красиво, девочки. Ковер в размере 3 на 4 отправляется для моей подписчицы в город Элиста. Посмотрите, какой мягкий и приятный на ощупь ковер натурального состава бамбук шелк. Сейчас всю эту красоту будем собирать и отправлять через транспортную компанию СДЭК. Через СДЭК они отправляют. Вот и все. Вот и все. Доброго дня всем. Девочки, у нее есть страничка в Ютубе, потому что, ну, Инстаграм я тоже оставлю, кто захочет. Подписывайтесь на вот этот канал, потому что она каждый день закидывает новые новинки. Вот канал молоденький, она просто в основном работала в Инстаграм. Ну, я же говорю, в связи с тем, что вот VPN не у всех работает, не все могут перейти, да, скажем, туда, то в Ютубе, пожалуйста, это доступно, вы можете зайти, подписаться на эту страницу, и все, и вам будет приходить каждый день все, что новое она заносит, все это будет. Безумно красивый иранский ковер в размере 3 на 4 отправляется для моей подписчицы в город Тамбов. На камеру не передается все великолепие. Да, на камеру не передается, даже вот постель, что я показываю, она не передается. И узоры. Также высокое качество. Плотность 3 миллиона 600 узлов. Есть в размерах 3 на 3 и 2,5 на 4. Безумно красивый. В общем, девочки, я вам всем советую подписаться на этот канал, да, и вы увидите, как я себе привезу ковер, куплю, какой он будет красивый. Заказывайте, подписывайтесь, это моя рекомендация, потому что цены, и у нее часто бывают разные вот эти вот скидки, там какие-то акции, да, вот, в общем, в любую точку мира может она отправить, ну, реально, я просто советую от души, сама заказала, а поверьте, я уже смотрела везде, и вы можете без проблем приобрести себе красивый ковер. Я знаю, что во многих местах не бывает такой красоты. Это не в обиду, но просто я знаю, что не бывает. Поэтому заходите, подписывайтесь, заказывайте. Мой тоже скоро приедет, иншаллах. Зовут девушку Джамиля, я оставлю номер ее телефона. Прошу, пожалуйста, подписаться и заказывать, потому что товар шикарный. Вот смотрите, какая внимательная сестра. Принесла и говорит: Анжела, это тебе подарок. Представляете? А это? Ой, Ты Анжеле даришь? и тебе подарил. О. Девочки, мы тумбочку сюда Я поставили. ей Знаете? сережки, а тебе кольцо. Спасибо большое. Ты очень щедра. Я хотела сказать то, что там спальня очень тесно. Она между двумя кроватями не стала. Здесь иногда светильник поставить. Ну, вообще, Анжелина там кое-какие вещи в тумбочке. Она говорит: пускай мам здесь у меня стоит. Ну, пускай так, пускай. Телевизор пока вот такой черный повесили. Ну, диван пока временно занесли, а то супруг хочет посмотреть телевизор, а даже ему негде присесть. Здесь пока поставили диван с кухни временно, пока наш угол не придет. Ну, в общем, вот такие вот дела. А у нас здесь сейчас наводится огромная, как сказать, уборка. Нужно собирать мне посылки. В общем, у нас страшный беспорядок в доме. Смотрите мне, что Софишка подарила. Спасибо большое. С подсветкой перстень. Как мне приятно, друзья. Вот смотрите, с подсветкой перстень мне подарила. Спасибо большое, дорогая. Я есть. Угу. Значит так, друзья, все. Потихоньку с тех комнат идем. Значит, сейчас снимаем шторы, стираем.
Вот эти обязательно. Стол нужно вынести, постелить палас. Палас постиранный. Палас постиранный и этот. Уже помоешь сейчас вот полы. Ламинат быстро протрешь, ладно? И постелим палас. Он постиранный уже приехал. А мы тем временем, ну, в общем, делов у нас, девочки, очень-очень много. Я сначала думала, может, часы сюда, потом думаю, здесь же есть часы на картине. Ну, просто, знаете, у меня вот тут такой момент, вот эти часы, не знаем, куда их деть. Но я-то хотела сюда белые, вот таком-то, нехорошие часы, это мне зять дарил. Мы к ним уже привыкли. Вот там, как они будут смотреться? Может, повесить их туда? Все равно в доме дожили часы в комнате. Вот сюда повесить, мне кажется, нормально будет, Анжел. Как думаешь? Отойди. Мне кажется, будет классно. Отойди. Не беги. Вот эти вот мне нравятся, которые я купила. Вот эти штучки очень красивые. Завтра у нас Исханчик приезжает домой в гости. Тоже у нас праздник будет. У нас всегда праздник, да, Анжелик? А супруг в новом доме проводит свет. Мы купили проводку. Он там в том доме работает, проводит свет. Сейчас нужно, прежде чем мазать стены, нам сказали провести проводку, чтобы потом вот это вот все не поднимать заново, не сверлить стены и так далее. Не, все-таки я очень рисковала, когда белую крышу захотела. Даже мне очень сильно понравилось, но мне пришлось обмануть его, сказать, что я у людей видела, и так красиво, хотя я ни у кого не видела. Это было мое желание. Я ни у кого не видела белой крыши. Когда мы заказывали, я правда ни у кого. Вы просто не представляете, какой будет красивый вид, когда белые окна поставят, и будет во дворе плитка, и на фундаменте будет плитка. Вот это белое все уйдет, мы это очистим. Специально есть такой моющий пылесос, с ним вместе это все вымывается. Как это будет красиво. Но я так рисковала, думаю, я до последнего переживала, думала, вдруг это самое, вдруг будет плохо смотреться или что-то. А вот даже рабочие, которые у нас мазали крышу, они говорят, под вашей крышей не так было жарко работать. Крыша белая, не так притягивало солнце. Софиша пришла с садика, уже там с папой что-то крутится. Ну, в общем, девочки, вот такие. Не, сюда крутили лампочки желтые, меня это напрягает. Нужно такие голубые, ну, не с комнатного цвета, такие, знаете, синевой чуть-чуть лампочки бывают же. Вот. Так, давайте я вам покажу светильник. Знаете, как в темноте хорошо. Вообще так в комнате уютно становится, классно вообще. Как будто настоящий огонь. А мне нравится, а мне хотелось бы, вот, да, вот за окном сильный снег идет густой, да, в доме тепло, и вот так просто выключить телевизор, все вот вечером смотреть, да, вот. Очень красиво. В темноте вообще классно смотрится. Необычно, так, знаете, это правда огонь. Ну, в общем, как-то так. Работы много. Очень много работы. Я говорю, чем этот ламинат брали у Музаевых. Чем он хорош, даже тот у нас, что там в кухне, он как-то, если, видимо, не такое хорошее качество. Если ногами чуть мокрыми пройдешь или что там, какие-то пятна, видно, что он грязный. Поэтому ламинат уже сколько ходим, его постелили, мы за это время уже ходили 100 раз. И в той комнате у нас не очень чисто было. И следы не остаются, вот смотрите. Нигде не видно никаких следов. Вот настолько хорошее качество.
Ой. Я два денежка нашла. Денежки нашла. Вот. А ну-ка расскажи-ка, пожалуйста, дай. Что? Ты говорила, что у вас сегодня в садике был какой-то день рождения. Ну, было рождения знаешь кого? А, Дай-ка подумать. Голубый. Сайфул, знаешь его маленький? Такой? Сайфула? Да, такой. А, Вот у него такое. угу. А, Волосы, челку убери с глаз, пожалуйста. Где твои невидимки? тогда у него сегодня день рождения, ему исполнилось 5 лет. А, да? Да. М, Мы торт ели, бананы, апельсины, и еще яблоки, и сок пили. А, его мама приносила, да? А? Его мама приносила? Ну, не знаю. Ну, наверное, да. Ну, молодцы, я рада. Весело, вы говорили, поздравляю. А ты видела? Нет, я просто это вспомнила, когда у тебя был день рождения, тебя же тоже так все поздравляли? Мне же Заира... Нет, Яко поздравляю. Нет, в садике, когда вы были, тебя так поздравляли. И мне Заира видео прислала. Помнишь? Софишка, с днем рождения! Нет, когда мне сколько лет было? Ну, тебе тогда 6 лет исполнилось. Ты что, забыла? Мне 6 лет исполнилось? Ну да. Ты не в курсе? Ну, видишь, меня не поздравляют, есть, ты чего? Мам, а хватит тебе Девочки, я еще хочу вам рассказать один такой момент. Сегодня Анжелика у нас горько плакала из-за этой вещи. У нас же раньше, это моет окна, у нас же раньше телевизор стоял там на тумбочке, да? Сейчас мы захотели, чтобы ничего не было, чтобы телевизор у нас висел. чтобы ничего не ударить? Да. Но тут такой момент, как сказать, бы правильно выразиться. Сейчас, изначально, когда строят дом, то изначально в стене проводят это все, проводку, рассчитывают под это, что телевизор будет. А так как этот дом старого образца, да, это давно был построен этот дом, скажем так, Софиш, не балуйся, то вот эти провода, которые к тумбочке шли, а их там много было, антенна, телевизор, это все много-много. И он так сделал аккуратно, вот белое такое. Больше варианта там другого не было. Анжела из-за этого расплакалась. Плачет горькими слезами. Вечно у нас, как не у людей. Я такого нигде не видела, что он придумал. Мне зашла, так горько плачет. Я говорю, ты говоришь, что с ума сошла, что ли? Мам, ну так некрасиво, так ни у кого. Я так, люди, у кого новые дома, у них это в стене. У нас, Анжела, нету. Если бы сейчас он мог бы это сделать, без проблем он сделал. Но пришлось бы всю стену, это все там, поклеенные обои, всю стену там сверлить, все посыпалось, вымазывалось, говорю. Это единственный вариант. Нормально же, аккуратно. А что, я говорю, может, со временем что-то повесить туда, как-то закрыть. Либо, может, какие-то, бываете, такие висят цветы, или я не знаю, что-нибудь сообразить, чтобы как-то... не сказать, что это, там другого, зато нету никаких проводов, ничего не висит, все аккуратно. Ночь, другого варианта не было. Она расстроилась, это все, я говорю, успокойся, все нормально, говорю, не переживай. В общем, горько рыдала, горько плакала Ива. Нормально же такое. Еще эта штучка, вот как вот эти вот плинтуса, это оставался кусочек чистый, аккуратный, беленький, человек хотел как лучше, а вот Анжелика расстроилась. Что же, будут блестеть, да, бриллианты? Там мене таким не удивиш. А такий же Таганрог. Потом надо кухню вымыть хорошо, самому. Но это не сегодня, вообще я говорю. Еще. Вода пошла, кстати, хорошо идет. А ты не запустила стиралку? Почему? Для чего? И курори оценить.
진짜 쪼리 강하셨잖아. Да, когда почистили, они красиво блестят. Жа, а то я рассказывала зрителям, как ты плакала сегодня из-за этого. А, почему ты плакала? А? Мама, мам, я Бекхана позвала. Зачем? Ну ты же его не звала, что ли? Кого, его? Да. Нет. Давай помогай Анжеле. Почему все время Анжела дела делает? А? Почему Анжеле не помогаешь? Неплохо вы устроились. Мам, дай я полежу. Ну, ты с садика пришла, устала. Да, Да, конечно. Ничего, пока лежи. да. Придет время, будешь работать тоже. Ага, До 7 лет пока еще расслабон. идите уже. Идите уже. Да идите уже, говорит. Идите уже работайте, да, Софиш? С Новым годом это все, там у нас это елка сложная, игрушки. Но это уже, знаете, я что думаю, оставляю пока. Диван, когда приедет новый, там столько отсеков для всего этого. Анжел, постель можно, знаешь, слаживать туда. Пледы, все, прикинь, ну сколько пледов всего такого перестирать, да, и классно было бы. Он царь, Софиш. Нет, ну я не боюсь. Просто, чтобы ничего не сделал. Не, он царь, да? Ну просто дома будет скучно. В садике, я говорю. В садике тоже скучно. Ой. Да, тамада, я говорю. Потом лежать. А вдруг сегодня театр приедет? Не сегодня, а завтра. Завтра приедет? Да. Ты за Бесханчиком, да, едешь? Да. Молодец. Да, тебе помогает хорошо. Ой, я вижу Красное море. Мама, А, я вижу Красное море. да? Странно, я не вижу. А я вижу. У тебя зрение хорошее, значит. Я же говорила, слепая не стану. Его же открыли. Ну, вот теклила мою. Тик, а друг школа. Недолго. Бесханца, я это... Взял. Дорогая машина. Нормально жгу. Уже желтеть начинает лес. Ну, конечно, трудится.
бачу. розовые облака. Красная машина и черная. А белые что, не бывают разные? Пап, окно не открой. Ой, ж тише, я ляну. Мам, ну сегодня же лето. Посмотри, солнце есть. Глянь. Вот и лето прошло. В смысле прошло? В прямом. Уже горы меняет цвет. Заметно. Сейчас вообще скоро год. Все деревья разного цвета. Мне нравится очень это время года. Очень красиво. Ну, они всегда красиво. Зимой по-своему, летом по-своему, осенью по-своему. Красота. Золотые яблочки растут. Яблочки? Нет же ведь. Что? Не растут золотые яблочки. А когда осень? Золотые листочки бывают. А, золотые листочки? Оля, кешнешь? Да, ну что? Молодец. Па, ты не сказал так и что ли? Молодец, Оляк. А что так тихо? Да, почему так тихо? Разберись, Афишка. Видишь, детки в школу идут. А школа что, не здесь есть? В каждом селе есть школа, и не одна. А сколько? 5 или Лучше не отвечать на первый вопрос, чтобы не поступило 100 новых. Ай-яй, отживешь, действительно отживешь. когда будет решить? Вот когда будет кешнешь, скажи. Ой, Софишка, ты чудо.